Вечные раскопки, неубранный мусор и спиленные деревья. Горожане жалуются на неухоженный Сыктывкар. За последнее время в Центр управления регионом поступила масса обращений от жителей и гостей столицы. В этой связи в Общественной палате республики прошел круглый стол на тему «Комфортный Сыктывкар. Что сделать?». К какому же выводу пришли общественники, расскажет Екатерина Родина. Спиленные деревья на Яблоневой аллее стали темой номер один в городских пабликах. Жители, особенно старожилы Сыктывкара, негодуют, как такое допустили. Эта жалоба оказалась в числе других, связанных с недобросовестным благоустройством города. Скандал с деревьями стал лишь одной из тем круглого стола в Общественной палате, где акцент сделали на том, что необходимо для комфорта в столице. У сыктывкарцев на этот счет мнения разные. Кому-то не хватает парковок, кому-то качественных дорог, но больше всего нужны места для отдыха. Парк, конечно, у нас есть, но хотелось бы, чтобы его как-то привели в порядок, Кировский парк. В Мичуринском тоже даже каруселей нет. Было так хорошо, все убрали. Я с Ухты, приехал на один день, поэтому даже хотя бы просто въезд в город и доехать до центра без проблем очень сложно. Биотуалетов мало, практически их нету. Все так вот, как в большом городе должно быть. Больше объектов инфраструктуры, наверное, для отдыха, каких-то скамеечек, лавочек. Скверов не хватает. Очень не хватает, особенно в центре Карла Маркса. Да. Постройте, пожалуйста, что-нибудь. Согласна. Детских очень зон мало, Да, для именно площадок. малышей. Для больших детей их более-менее достаточно, а для малышей прям маловато. Пусть будет больше парков. В остальном нам город очень нравится. Побольше общественных пространств, наверное. Побольше, наверное, зоны отдыха. Как ты считаешь? Учитывая эту точечную застройку. Да, в центре. С какими-то там, допустим, теми же водными объектами. Побольше фонтанов? Фонтанов, да. У нас лето-то, конечно, короткое, но тем не менее. Именно в столице республики оказались самые проблемные места. За год Центром управления регионом зафиксировано почти 3500 обращений в части благоустройства и уборки. На заседании круглого стола работа разделилась на два блока. В первом участники анализировали жалобы на бесхозяйность и неухоженность территорий. Например, пустырь на перекрестке Карла Маркса и Орджоникидзе. Здесь раньше стоял жилой аварийный дом. После его сноса территорию просто засыпали кучей песка. И таких мест в городе много. Что с ними делать, решали коллегиально. В обсуждении участвовали представители мэрии, федеральных и правоохранительных структур, общественники, депутаты. Не только федеральные программы важны, не только какие-то гранты, но и то, как люди, сами сыктывкарцы, относятся к своему городу. Я нередко говорил в сегодняшнем круглом столе о том, что представители мэрии, представители власти должны иногда выключать у себя внутри чиновника, а включать хозяина, человека, которому не безразлично, каким будет наш Сыктывкар. И еще о чем мы говорили, если люди жалуются, если люди предлагают, то мэрия должна быть им благодарна. Эти люди хотят видеть наш город лучше. Вторую часть обсуждения посвятили объектам по линии федерального проекта формирования комфортной городской среды. А именно, как администрация города взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями и приведением в нормативное состояние коммуникаций дорог. В итоге участники решили, что нужно консолидировать внимание и силы, чтобы в городе стало комфортнее. Обращать внимание на проблемы, сообщать о них и усилить контроль со стороны города и правоохранителей. Болевые точки связаны, первые, либо с отсутствием должного контроля со стороны администрации, либо с недобросовестным поведением подрядчиков, которые являются партнерами администрации. А в-третьих, еще и нередко виноваты сами жители. Мы говорили здесь о детях и подростках, которые ездят на скейтах по лестницам и перилам, скажем так, приводя их в ненормативное состояние. Мы говорили о том, что сами граждане мусорят вне контейнерных площадок. Что же до Яблоневой аллеи, то мэр Сыктывкара заверил, подрядчик, который переборщил с вырубкой, оштрафованный должен возместить ущерб, высадив новые деревья вместо спиленных. Екатерина Родина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.